Прием у президента России Владимира Путина, участие в запуске ракеты и многое другое. Дети республики, ставшие активистами движения первых в регионе, подробно рассказали Махмуду Али Калиматову о своих успехах, о том, как исполнились их мечты. Многие из них стали победителями различных конкурсов в масштабах страны. В данной молодежной организации во мне начали зарождаться первые навыки активиста. Умение коммуницировать с командой, отсутствие боязни говорить на публику и готовность взять ответственность. Я стал делегатом 2 съездов движения первых, и в рамках 2-го съезда мне удостоилась честь стать одним из немногих участников, которые побывали на личной встрече с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. В День космонавтики движение первых совместно с госкорпорацией «Роскосмос» запустило проект «Космическая экспедиция первых». Я не только стала победителем со своего региона, но и также набрала наибольшее количество баллов в поисках ООО. В результате конкурсных испытаний 89 первых из каждого региона России попали на Байконур и собственными глазами увидели запуск ракеты. Глава Ингушетии высоко оценил деятельность движения первых, отметив, что оно вдохновляет молодежь быть активными участниками общества, вовлекая их в волонтерские проекты и социальные инициативы. У детей и подростков формируется гражданская позиция. К ним приходит понимание значимости общественной жизни. Мне понравилось, что девчонки поехали, были там. Надо это расширять. Это такое впечатление, но если это видеть воочию, ракету, которую собирают на штапелях там вокруг, то я вам скажу, что просто диву даешься, какие у нас талантливые люди. Они тоже были молодыми, они тоже были маленькими, они тоже учились и брали пример старших в тяжелейшие времена. И если брать сегодня Академия имени Королева, в Самаре находится авиационная академия, авиационный институт раньше был. Поэтому для этого очень серьезно. А я хочу, чтобы вы только добром, только позитивом и будущим страны в целом, целой России, чтобы думали. Эти масштабы, которые вы говорите, поехали. Представь себе, кто был в Казани, вы говорите, да? Представьте себе Казань, да? А вы знаете, там Ту-160, самолеты, вертолеты, двигатели вертолетов. Казань промышленный, очень серьезно. Ну и, конечно, без КАМАЗа там не обойдешься. То есть мы мало посещаем. Я думаю, надо маршрут такой определить для детей. Следующий год, 80-летие Великой Отечественной войны, победы нашей. Я думаю, надо продумать, Марина Руслановна, чтобы с января мы будем брать, найдем и финансы. Хочу, чтобы это было ярко, чтобы ослепляло этих наших недругов, потому что они хотят, чтобы мы забыли это. Мы-то не забудем, но они все равно стараются. Думайте, что у нас будет. На базе кадетского корпуса должно быть очень серьезное мероприятие. Все лучшее, что у нас есть, сегодня должно быть интегрировано в движение первых. Поддержка у вас есть, будет она. Всех глав районов, министров, правительства, администрацию, руководителей. Вникайте, десятки, сотни детей. И чтобы у них было очень важное, это патриотизм. В ходе заседания с приветственным словом в режиме видеоконференц-связи выступил Валерий Маргуновский, заместитель председателя правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых». Он подчеркнул, что сегодня более 7 миллионов человек стали частью сообщества, более 68 тысяч человек из Ингушетии. Председатель Совета регионального отделения «Движения первых» Марина Албагачиева добавила, что обучающиеся и наставники движения принимают участие во всероссийских мероприятиях. Движением первых проводится конкурс первичных отделений. Любое первичное отделение, созданное до 5 апреля и имеющее в своем составе от 5 до 20 человек, имело возможность подать заявку для участия в конкурсе. От Республики Ингушетия было сформировано 39 заявок и официально были допущены 29. Из 29 заявок 7 у нас оказались в числе победителей.
Сравнительно, если сказать по СКФО, у нас очень даже неплохой результат. Также в ходе заседания Махмуду Али Калиматову был вручен знак-символ принадлежности к деятельности движения первых. Муслим Ганиев, Хусен Гагиев, Юсуп Ханиев, Рахман Цуров, Магаз 24.